Бассам – ударение. На этом уроке мы узнаем о том, что такое ударение, а также как изменяется значение некоторых слов в татарском языке, если изменить ударение в этих словах. 98-ші күнігу. Сөздерні дұрыс итеп әйт. Произнеси слова правильно. Әйткәндә игътибар ит. Кайсы ижек көчлерәк әйтелә. При произношении обрати внимание, какой слог произносится сильнее. Агач, дәфтәр, китап, гариф, багана, караңгы, койрык, урам, кибет. Обращаем внимание, что в каждом слове последний слог произносится сильнее. Ижекләргә бүлеп, күчереп яз. Перепиши, разделив на слоги. Разделяем. Көчлерәк әйтелгән ижекнең астына сыз. Подчеркни слог, который произносится сильнее. Подчеркиваем бет, рам, рык, г, на, риф, тап, тер и гаш. Басымлы ижек көчлерәк әйтелә. Ударный слог произносится сильнее. Басым төшкән ижекнең сузык аваз хәрефе өстенә басым билгесе куела. Над буквой, выражающей гласный звук в слоге, на который падает ударение, ставится знак ударения. Дәрес. Вот знак ударения стоит над буквой, выражающей гласный звук в слоге, на который падает ударение. Яфрак. В татарском языке в большинстве случаев ударение падает на последний слог. Но это не означает, что во всех словах ударение падает на последний слог. Бывают случаи, когда и на первый слог. Об этом мы поговорим чуть позже. 99-ші күнігу. Құтлауны оқы. Прочитай поздравление. Галия. Сине бәйрәм белән құтлыйм. Галия. Поздравляю тебя с праздником. Сиңа сәламәтлек, уңышлар телим. Желаю тебе здоровья, успехов. Бишле билгеләренә генә оқы. Учись только на отметке 5, только на пятерки. Дустың Гузалия, твоя подруга Гузалия. Күчереп яз, перепиши. Көчлерәк әйтелгән ижек астына сыз. Подчеркни слог, который произносится сильнее. Ул нинди ижек була? Это является каким слогом? Это является ударным слогом. Ул басымлы ижек була. Подчеркиваем. Е, не, рем, лен, лым, га, лек, лар, лим, ле, не, у. Шул ижектәге сузык аваз хәрефе өстенә басым билгесен куй. Поставь знак ударения над буквой, выражающей гласный звук в этом слоге. И мы ставим знак ударения над буквами Я, Е, А, И, и У. 100-ші күнігу. Парлап берілген сөздерні оқы. Прочитай слова, данные попарно. Бүлме, бүлме. Алма, алма. Қара, қара. Сөздерні чагыштыр. Сравни слова. Язылышларында айырма бармы? Есть ли разница в их написании? В их написании разницы нет. Они одинаково пишутся. Әйтелешләрендә, в произношении, а в произношении есть разница.
мы видим, что в первом слове ударение падает на последний слог, а во втором слове падает на первый слог. И от этого и значение слов тоже меняется. Үзең әйткәнне үзең тыңлап кара. Попробуй послушать сам то, что говоришь. Бүлмә, бүлмә. Большая разница между этими словами. Сүзләрне русчага тәрҗемә ит. Переведи слова на русский язык. Бүлмә, комната, бүлмә, не разделяй. Алма, яблоко, алма, не бери. Кара, черный, кара, смотри. Басымның урынына карап, сүзнең мәгънәсе үзгәрә. В зависимости от места ударения меняется смысл слова. Басма – мостик, басма – не ступай. Сорау сүзләрендә басым беренче ижеккә төшә. В вопросительных словах ударение падает на первый слог. Кемнер – кто во множественном числе. Нәрсәләр – что во множественном числе. Нинди – какой. Кайсы – который. Нишли – что делает. Итак, мы узнали, что обычно на какой-либо слог в слове падает ударение. А что значит падает ударение? Это означает, что этот слог произносится сильнее, чем другой слог. И также мы узнали, что в зависимости от того, на какой слог падает ударение, меняется смысл слов. И то, что в татарском языке в вопросительных словах ударение всегда падает на первый слог.